17 семей смогут улучшить жилищные условия. В Сибае состоялось вручение сертификатов. Сибайский кикбоксер Азамат Мусин в 4-й раз стал чемпионом России. О других спортивных новостях в нашем обзоре. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне 15 мая отмечался Международный день семьи. Как отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, российская семья сохраняет и бережно хранит в себе все самые лучшие семейные традиции нашей страны. И сегодня весь мир смотрит на Россию как на гарант сохранения традиционной семьи и семейных ценностей. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются молодые люди при создании своей ячейки общества, это отсутствие собственного жилья. В целях поддержки молодых семей ежегодно из бюджета Республики Башкортостан выделяется безвозмездная субсидия в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и Республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015-2020 годы. Международный день семьи долгожданная мечта исполнилась у 17 семей города. На праздничном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, заветные сертификаты на приобретение жилья участникам молодежной программы вручил глава администрации городского округа Халид Сулейманов, который подчеркнул, что поддержка института семьи была и остается приоритетной в социальной политике на всех уровнях власти. Этот праздник действительно день не только семьи, а день основы нашего государства, так я хотел бы назвать. Действительно, очень много и льгот, и всяческих помощи со стороны государства. Но один из тех, наверное, оказание государством молодым семьям субсидиями, которые должны идти на приобретение жилья. Условия постановки в очередь на получение жилищного сертификата, как известно, следующие. Возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет. Необходимо наличие постоянной регистрации в Сибае и признание нуждающимися в улучшении жилищных условий. Использовать сертификат молодая пара может при покупке квартиры, строительстве дома или уплате первоначального взноса по ипотечному кредиту. Среди новоиспеченных обладателей сертификата есть и семья Хабиных, в которой воспитываются 3 детей. Наша семья появилась 10 лет тому назад. До этого мы жили в своей однокомнатной квартире. У нас 3 детей. И 5 лет тому назад стали как нуждающая семья в очередь. Вот. Я сама работаю в детском саде Акбузат воспитателем. Муж работает в мясокомбинате. А на этот сертификат мы планируем купить большую квартиру. На торжественном мероприятии счастливых обладателей сертификатов приветствовали участники и финалисты городского конкурса «Семья. Источник вдохновения». Напомним, он проводился с целью выявления и поддержки талантливых семей города, вовлечения их в активную общественную и культурную жизнь, создания условий для творческой самореализации детей и их родителей. Международный день семьи в Сибае завершился ярким концертом воспитанников детской школы искусств. Маленькие артисты подготовили для зрителей свои творческие номера. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В администрации города прошли публичные слушания по проекту решения Совета городского округа об исполнении бюджета городского округа города Сибай Республики Башкортостан за 2016 год. Участие в публичных слушаниях приняли 65 человек. Публичные слушания по проекту решения Совета городского округа об исполнении бюджета городского округа города Сибай Республики Башкортостан за 2016 год вела начальник финансового управления администрации Виктория Трофимова. Основной задачей финуправления является составление и исполнение городского бюджета. Среди его функций – финансовый контроль, обеспечение своевременного и полного поступления всех доходов, повышение результативности бюджетных расходов и многое другое. Бюджет городского округа города Сибай на 2016 год
был утвержден по доходам в сумме 951 миллион 872 тысячи рублей, по расходам 537 миллионов 872 тысячи рублей. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет доходная часть бюджета увеличилась на 166 миллионов 638 тысяч рублей или на 17% и составила 1 миллиард 118 миллионов 510 тысяч рублей. Расходная часть увеличилась на 198 миллионов 885 тысяч рублей или на 21% и составила 1 миллиард 136 миллионов 757 тысяч рублей. Согласно отчетным данным, бюджет по доходам исполнен в размере 1 миллиард 132 миллиона 206 тысяч рублей или на 101,2% уточненному плану. По данным отчета, бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в 23 миллиона 342 тысячи рублей. Основным источником формирования доходной части городского бюджета являются налоги на доходы физических лиц. Их доля в общей структуре налоговых доходов за минувший год составила 53,6%. Затем следует земельный налог и единый налог на вмененный доход. Что касается расходной части городского бюджета, то наибольший удельный вес заняли расходы на образование – более 700 миллионов рублей. Далее по убывающей – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику, социальную политику и другое. В ходе проведения публичных слушаний выступающие высказались за утверждение проекта решения об исполнении бюджета городского округа города Сибай Республики Башкортостан за 2016 год. Лиана Кириллова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И к новостям спорта. Команда Центральной городской больницы Сибая приняла участие в 15-й спартакиаде работников здравоохранения Зауралья и Юга Республики Башкортостан. Соревнования по 6 видам спорта проходили в Мелиузе в течение одного дня. В результате сибайским медработникам среди 12 команд соперников удалось заработать 69 баллов и занять почетное 3-е место. О других новостях в нашем обзоре. В Калининграде состоялся чемпионат России по кикбоксингу. Сибайский спортсмен, воспитанник клуба «Шанкар» Азамат Мусин одержал абсолютную победу и стал чемпионом России, тем самым в 4-й раз подтвердив свой титул. Соперники все сильные, потому что чемпионат России, в весе был у меня 18 человек. 4-й соперник был с Волгограда, Дмитрий Луниченко, тоже хороший соперник. План на бой мы ставили с тренером, все время поддавливать его, потому что очень скоростной парень, быстрые руки, быстрые ноги, и нужно было все время сконцентрироваться, все время внимание, только лишь бы не пропустить удары и сделать свою работу. Но у меня все получилось, своим результатом доволен, потому что я долго к этому готовился, проделывали огромную работу на подготовку. Спасибо. В Сибае прошел 3-й этап Кубка Зауралья по шахматам среди взрослых. Участие в состязаниях приняли более 30 человек из Сибая, Бурзянского, Абзелиловского, Зилаирского, Баймакского и Хайбулинского районов. По результатам игр сразу 2 ступеньки пьедестала завоевали сибайские шахматисты. На первом месте Шамиль Имангулов, на втором Мурат Яналин. В Троицке прошел турнир, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сибайская хоккейная команда «Горняк-2005» под руководством тренера Тимура Тагирова стала обладателем Кубка турнира и золотых медалей. Юные хоккеисты уверены, что это только начало. В Магнитогорске прошли чемпионаты первенства Челябинской области по карате ГКС, посвященные Дню Победы. На татами встретились хозяева соревнований и их соперники из Новотроицка, Южноуральска, Орска, Оренбурга, Копейска и Сибая. 116 участников сражались в личных и командных первенствах. По итогам сибайский клуб традиционного карате «Джоон» занял общекомандное 3-е место. В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошел финал очередного Кубка города по мини-футболу. Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. По результатам стыковых матчей в полуфинал прошли 4 команды. С подгруппы А у нас вышли команды. С первым местом вышла команда «Дюж-2000», со вторым местом команда «Олимп».
Из другой подгруппы вышла команда с первым местом «Шахтостроитель» и со вторым местом «Шанкар». Между собой они встретились в полуфинале. У нас играли команда «Шахтостроитель» и «Олимп» за выход в финал. Была очень интересная игра, напряженная до последнего. Игра закончилась со счетом 2-2, и только по пенальти «Шахтостроитель» сумел выйти в финал. Ну, та игра была достойной финала. Во втором полуфинальном матче там победила команда «Дюж-2000» со счетом 4-2. Финальные игры выявили победителей. Обладателем Кубка города по мини-футболу стала команда «Шахтостроитель». Серебро у сборной ДЮСШ-2000 и бронзу у команды «Олимп». Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и берегите себя.